Bez bastavimas, совместно с Каташшлар. Начинаем. Сегодня у нас прямой эфир, посвященный American Education Challenge. Это у нас олимпиада от Казахско-американского университета, которая в этом году проводится в виде творческого конкурса. Разыгрывается 14 грантов, внутренних грантов на бесплатное обучение в КАУ. Из них 8 грантов на 1 год бесплатного обучения, 4 гранта на 2 года бесплатного обучения и 2 гранта на 4 года, то есть на полное бесплатное обучение в Казахско-американском университете. Задания конкурса у нас очень простые. У нас будут сниматься 3 темы. Тема «Легендарное прошлое КАУ». Далее у нас будет этап «Интересное настоящее КАУ». И последний этап «Захватывающее будущее КАУ». К августу месяцу все творческие задания должны быть сданы. Они будут рассмотрены и оценены комиссией. То есть будет отдельно собрана комиссия КАУ, которая будет смотреть ваши ролики, оценивать их по сложной системе. В итоге будет из ваших роликов создан фильм о КАУ. И на торжественной церемонии награждения победителей American Education Challenge, собственно, этот фильм и будет презентован. Отснятый готовый ролик вы должны будете разместить в соцсети. То есть это базовый как Инстаграм, но если у кого-то нет Инстаграма, есть ТикТок, вы можете разместить видео там. На момент прохождения American Education Challenge ваше имя в профиле должно совпадать с вашим реальным именем. Второй момент. Доступ к страничке должен быть открыт к профайлу на момент конкурса, потому что, чтобы не получилось, что нужно попроситься к вам в друзья, потом пока вы примете запрос, потом посмотреть только может, то есть члены комиссии заниматься этим не будут, они все очень занятые люди. Далее, город проживания должен соответствовать реальному. Если вы живете в Таразе, вам не нужно писать в профайле Лос-Анджелес. Под публикацией должны быть указаны 2 хэштега. Хэштег KAUKZ и American Education Challenge. Это обязательно. После того, как вы опубликовали ваше видео, вам необходимо ссылку на публикацию отправить еще и мне. Как все это у нас будет оцениваться? Первый параметр — это оригинальность. В чем она заключается? Оригинальность — это то, насколько по-своему необычно вы подали данную тему. Второй параметр — это креативность. Креативность, она связана с тем, как вы подали свою информацию. То есть это какие-то неожиданные ракурсы камеры, интересные переходы, сценарий нестандартный, да, то есть с поворотами внутри него. То есть это то, насколько вы смогли раскрыться с творческой стороны вопроса. Также 5 баллов. Следующий параметр — это содержание. Насколько глубоко и полно вы смогли охватить тему. То есть если у нас идет тема «Легендарное прошлое КАУ», вы, соответственно, должны это прошлое немножечко понять. То есть мы в телеграм-канале размещали ссылку на Google Drive, где вы можете посмотреть краткую историю КАУ. Там есть вордовские материалы, есть презентационный PowerPoint, есть видеоролики. То есть понятное дело, что история КАУ большая, она уже насчитывает 26 лет практически в этом году, и вы не сможете в своем ролике охватить все. То есть для этого даже большого фильма будет, возможно, недостаточно. Поэтому вы берете только то, что вас зацепило, вас заинтересовало. И главное в данном вопросе не переврать факты, раскрыть их коротко, но интересно. То есть это содержание. Вот те самые 5 баллов. Наконец мы переходим к техническому качеству. Это вопрос того, как это было отснято. То есть дергается или нет картинка, слышно ли звук в вашем видео, нет ли каких-то там шумовых сильных загрязнений, там, ну прочее. То есть это чисто вот технические аспекты. Нет ли там склеек грубых, там с какими-нибудь разрывами или еще что-то. Также 5 баллов. Наконец, есть такая строка, как оперативность сдачи информации. То есть, насколько вы вовремя сдали указанный материал. Да, тут всего лишь 3 балла, но иногда они бывают существенными. То есть, как понятное дело, у нас уже завтра официально истекает первый этап, но это не значит, что вы опоздали и не сдали уже это видео. Вы можете сдавать его в течение следующих недель конкурса. Понятное дело, есть задержка, за задержку будут вот эти вот штрафные баллы, там эти вот 1, 2, 3 балла, которые могут быть, но у вас есть еще все равно возможность успеть и сдать этот материал. И, наконец, у нас самая большая по оценкам категория — это общее воздействие. За нее дают сразу 10 баллов в максимуме. То есть это то, какое общее впечатление осталось от вашего ролика. То есть
член комиссии посмотрел, и если он прям сильно вдохновился роликом, он может поставить вам даже целых 10 баллов. При том, что там технические какие-то моменты могут быть не самыми лучшими, да, там или еще что-то, но общее впечатление сложилось такое приятное, что оно будет высоко оценено. В ходе подготовки многие задавали вопрос, ну как снимать, у нас там всего лишь смартфон в кармане и так далее. Снимать вы можете на что угодно. Снять видео можно вполне на смартфон. И это не является никакой проблемой. То есть, если вы будете снимать с душой, то никаких проблем в том, что вы снимаете на смартфон, не будет. Так что используйте то, что у вас есть под рукой. Смартфоны, камеры, фотоаппараты, все что угодно. В чем монтировать? Premiere Pro, да, там, адобовская, есть их же After Effects, есть DaVinci Resolve, Grass Valley, Edius, там попроще какие-нибудь там Sony Vegas и так далее. То есть есть целый спектр программ, которые вы могли бы использовать для монтажа видео, если бы вы занимались этим профессионально. Но сегодня, благо, есть целый спектр программ, которые можно установить в смартфон, неважно, будь то Android или будь то iPhone, есть бесплатные видеоредакторы, которые вы можете использовать. То есть вы можете любой из тех, которые вам удобны, скачать видеоредактор и в нем смонтировать. Очень важный вопрос. Понятное дело, что сейчас появилось последние годы огромное количество сервисов, которые используют вертикальную съемку. То есть тот же самый TikTok, Instagram видео, YouTube Shorts, то есть, да, это все пользователи мобильного, скажем, контента, да, они смотрят вертикальное видео, им так удобно. Однако, учитывая, что мы будем сделать из ваших роликов фильм, конечно, было бы здорово, если бы ролики снимались в одном формате. Понятное дело, если вы уже отсняли ролик вертикально, переснимать его горизонтально смысла нет никакого. Присылайте в вертикальном формате. Мы это все равно сможем включить в фильм. Но, однако, обратите внимание и на этот вопрос. Если будет возможность снимать горизонтально, снимайте горизонтально. С чего начинается создание ролика? Да не только ролика, любого документального фильма, любого художественного фильма. Все начинается с идеи. Идея для любого ролика, видеоролика, фильма – это основное. Для того, чтобы снять, нужно вначале ознакомиться с информацией на страничках, в первую очередь, основного сайта и выяснить все, что есть на эту тему. То есть в данный момент выяснить все про КАО, разузнать историю, ознакомиться с сегодняшними днями, как работает КАО, какие есть факультеты, чем они интересны. И следующий момент – это будущее КАО. Здесь, конечно, у вас есть возможность пофантазировать, напридумывать все, что вам вздумается. Вот когда вы уже знакомились, вы почувствовали, что вас что-то зацепило, вот на этом моменте и попытайтесь сконцентрироваться. Это будет отклик того, что вы хотите снять. В данном случае вам следует, еще раз говорю, пробежаться по всем официальным сайтам, найти всю информацию, разложить по полочкам и понять, чего не хватает в тех роликах, которые уже есть на страничках. Из всего этого, когда у вас приходит в голову идея, рождается сценарный план. То, как вы хотите рассказать это зрителю. Сценарный план – это набросок. Это то, что предполагается снять. Своего рода черновик. Но черновик, заметьте, сценарный план – это еще не окончательный сценарий. После того, как вы набросали, следующий шаг – это съемочный план. Съемочный план – это картинка, на фоне чего и как вы хотите что-то показать и сценировать. Где это будет происходить, кто будет участвовать, сами вы. Или, допустим, вы найдете каких-то ребят, которые непосредственно вы будете снимать, а ребята, например, будут воплощать это на экране. Следующий шаг – это реквизиты и место съемок. Но место съемки – локация. А здесь нужно учесть не только место, где вы будете снимать, но и время. Вечернее это время, дневное это время, ночное это время – это играет роль. Потому что если вы снимаете в помещении, здесь нужно хорошее освещение, дополнительное освещение. Если вы снимаете днем, вам помогает все-таки дневной свет. Если же его нет, это ночная съемка, то сразу берете дополнительное освещение, помимо самого освещения в комнате. Локация важна в плане картинки, сочности,
Здесь тоже нужно смотреть. Утром вы снимаете, в обед в 12 часов, например, нет смысла снимать, потому что по картинке это будет гораздо хуже. Но я думаю, что тоже об этом все знают. Лучше всего снимать после обеда. Послеобеденное время, я не знаю, там часов с 4, наверное. И на самом деле время совершенно короткое, там с 4 до 6, наверное, вот в летнее время. Основная масса ребят, мальчишек, снимает вот так, как есть, как вот он выглядит, так он и снимается. Девочки, конечно, подходят более креативно, для них важен там прическа, макияж, но вот ребятам рекомендую, обязательно протрите обувь перед тем, как лезть в кадр. Причешитесь, посмотрите на себя в зеркало. Как правило, сейчас лето, жара, лица у нас потные. Протритесь обычной салфеткой. Девочки, наоборот, не перестарайтесь с макияжем. Надо быть достаточно яркой, конечно, но естественной. Еще бывают реквизиты дополнительные, те, которые непосредственно попадают с вами в кадр. Допустим, ну, понятно, там сотка или, допустим, ноутбук, да, то побеспокойтесь, пожалуйста, и возьмите это с собой. То есть посчитайте, чтобы у вас на месте локации не обнаружилось, что у вас не хватает реквизита. Если, допустим, изначально вы подразумеваете, там, я не знаю, какого-то преподавателя в кадре, или, допустим, у вас одежда выпускника вуза, вот эти вот все шапочки, мантии заранее взять лучше с собой, нежели потом, к примеру, вы захотите дополнительно дорисовать. Когда вы все это продумали, обо всем задумались, вот тогда наступает время следующего шага, это сценарий. Сценарий отличается от плана сценария своей детализацией. То есть вот в полном сценарии вы уже продумываете все, что человек говорит в кадре, что он говорит за кадром, что-то, может быть, пишется, просто, знаете, вот как в комиксах, печатный текст. То есть вот в данный момент вы прописываете все буквально. Мало того, не только речь, то, что вы произносите, но и как вы это произносите. То есть это все решает роль и, в конечном продукте. Об этом, пожалуйста, не забывайте. И вот в этот момент в сценарии продумайте все. Здесь еще идет и подбор, договоренность с людьми, кто участвует в ролике, кого снимаете. Если же вы сами собираетесь сниматься, то даже если снимаетесь селфи, пусть вас кто-то подстрахует и отснимет какие-то кадры со стороны, также на сотку. При совмещении, при монтаже может оказаться, что одного селфи вашего будет недостаточно. Также возможны вставки, фрагменты из чужого видео. Особенно касается тех моментов, если вы, допустим, в своем ролике рассказываете больше об истории. Понятно, где вы это будете брать? Вы это будете брать непосредственно вот в тех исторических видеокадрах, которые вот предоставлены уже есть непосредственно на Google диске. Еще бывают такие моменты, что многие ребята используют компиляцию из разных художественных фильмов. Это тоже допустимо. Если вы хорошо продумали, знаете, откуда взять какие-то фрагменты, пожалуйста, используйте их. Но здесь нужно непосредственно подойти художественно, творчески и внедрить какие-то свои, я не знаю, добавочные материалы, записи какие-то связанные, как говорится, не только компиляция должна быть. И помните, что технические моменты не заменят историю. Техника вторична. Главное – идея. Главное – картинка, которую вы снимаете. Вот если вы все это заранее продумаете, подготовитесь, можете двигаться дальше. Можно снимать. Переходим к моментам съемки. Перед ними следует раскадровка. Что такое раскадровка? То есть в правильной такой большой взрослой режиссуре там буквально отрисовывается кадр, как он должен выглядеть. То есть герой стоит здесь, он сделает то-то, на фоне у него находятся такие-то вещи, потом в следующем кадре, когда сменится, будет вот такое-то. То есть вам так подробно это делать не нужно, но вы должны представлять для себя те кадры, которые вы снимаете. То есть будь то это съемка одним кадром, то есть я сперва стою вот здесь, потом я прохожу вот сюда, потом перемещаюсь еще куда-то. Или же это, например, клиповая какая-то нарезка, то есть я беру отсюда кадр, отсюда кадр, отсюда кадр, то есть вы должны понимать, что вы снимаете. То есть когда вы сделали для себя раскадровку, вам будет легче снимать, вы будете знать, чего у вас не хватает, особенно если вы эту раскадровку себе вкратце отрисуете на бумажке. Тогда вы поймете, как и что вы можете с этим сделать. Теперь переходим к моменту съемки. То есть, как Альфия правильно сказала, вы должны понимать прекрасно то, что
у вас должен быть готовы те подручные вещи, которые вы должны взять с собой, то есть реквизит. Вы должны точно знать локацию, то есть вы должны предварительно на ней побывать, убедиться, что там, где вы собираетесь снимать, все нормально, что там не началась стройка, не высадились инопланетяне или еще что-то, да, то есть что воспрепятствует вашей съемке. Вы должны убедиться в том, что ваше съемочное оборудование готово, то есть там, грубо говоря, на смартфоне есть место, у него есть заряд, протерта камера, то есть что вы можете брать и снимать. Ну, то есть вот вы подготовились к съемке, вы одеты нормально, как вы собирались, вы хорошо выглядите, вы пришли, готовы, начали снимать. То есть эти все моменты нужно всегда продумывать перед съемкой. И последний этап — это монтаж, о чем я вам уже говорил, то есть какие-то, если вопросы будут связаны именно с конкретно вашей съемочной ситуацией, либо с вашим монтажом, вы можете задавать это все в личку, как я уже говорил, в Телеграме, я смогу на это все ответить, проконсультировать, так что это не проблема. Нужно будет сейчас обратить внимание на то, что с чем вы столкнетесь однозначно. То есть первое — это шумовое загрязнение на площадке. Если вы пишете звук на смартфон, особенно если у вас нет дополнительных технических средств, там, петличек, микрофонов и так далее, вам нужно будет сделать так, чтобы не было посторонних шумов. То есть, потому что, например, если вы будете снимать на оживленной улице, проезжающие машины могут оказаться гораздо громче, чем ваш голос. Либо, если вы снимаете в помещении, вы должны помнить, что может быть такой момент, как эхо. Эхо, которое в некоторых случаях допустимо, но в некоторых оно просто режет вас по слуху. Поэтому оцените свое место съемки с точки зрения шума. Альфия уже говорила про естественный свет, и это ваш союзник, потому что не у всех есть осветительные приборы там, или еще что-то, да, понятное дело. То есть, да, многие занимаются блогингом, ну, там есть всевозможные кольца световые, там, и так далее, и так далее. Но естественный свет — это всегда хорошо. Камера любит естественный свет, потому что она, в принципе, и построена с учетом натурального света нашего Солнца. Поэтому, когда вы снимаете, помните, жесткое полуденное солнце, оно портит объект, оно делает резкие тени, оно мешает. После обеда, либо утром с мягким солнцем, с мягким освещением вы снимете гораздо лучший кадр, чем если вы это сделаете при ярком обеденном солнце. И будете сами лучше выглядеть. Да. Особенно это касается девушек. Если хотите хорошо выглядеть, то снимайтесь либо утром, а желательно после обеда, даже вот не вечером, а с часов с 4. И мешочков не будет под глазами, и вы сами будете выглядеть гораздо лучше. Окей. Далее момент – это отсутствие визуального мусора. То есть это не подразумевается, что вы там не должны сниматься напротив помойки, да, хотя это тоже правильно. Но лишние детали в кадре. То есть ваша задача, чтобы ваше видео было более понятным, чтобы в нем не присутствовало то, что там в принципе не нужно. То есть вы оцените свою локацию, когда вы снимаете, на предмет того, есть ли в ней посторонние ненужные предметы. То есть если там, например, захламленный какой-то задний фон, если он не нужен по сценарию, то его, значит, там быть не должно. И, наконец, уже говорили, повторимся еще раз. Перед началом съемки обязательно разведайте все локации, где вы будете снимать. Посмотрите, не изменилось ли там что-то. Не идет ли там стройка, не меняют ли там бордюры, и не перегорожена ли улица. Да. Теперь момент такой, оборудование. Да, не у всех есть какие-то дополнительные элементы. Вот есть там смартфон, пусть не самой лучшей камеры, этого будет достаточно, если вы будете использовать подручные средства. То есть понятно, сейчас есть для смартфонов отдельные петлички, проводные, беспроводные, которые можно совершенно спокойно подключать и использовать. Но в крайнем случае, если у вас даже нету этого, вы можете использовать проводную или беспроводную гарнитуру с микрофоном встроенным. То есть вы возьмите, подключите микрофон, проверьте, сделайте один дубль. Запишите, прослушайте, если это помогает, действительно можете использовать. То есть вы взяли, подключили гарнитуру, поговорили, проверили. Звук идет, все нормально, он идет лучше, чем если просто бы снимали на смартфон без этой гарнитуры. Все окей, записали с гарнитурой звук, не проблема. В крайнем случае можно использовать второй смартфон в качестве диктофона, то есть на него звук наговорить. Да, там, то есть держать его в руках там, так, чтобы это не сильно прям бросалось в глаза. То есть взяли, подержали в руках, наговорили как на микрофон, потом свели звуковую видеодорожку в видеоредакторе. То же самое касается света. Если у вас нет дополнительного света, вы можете, то есть, там, например, тех же самых световых колец, вы можете использовать отражатели. И даже понятное дело, что у вас может не быть профессионального отражателя. Есть такая вещь, как, например, отражатели на лобовые стекла машины. Там, например, у отца, у брата, там, у родственника есть такое. Взяли, попросили, положили так, чтобы немножечко оно отсвечивало от солнечного света на вас.
и подснялись. И в принципе этого будет иногда вполне хватать для того, чтобы вы были не темным пятном, а немножечко света на вас попадало. То есть используйте подручные материалы. Теперь, что касается еще раз материалов дополнительных. Все переживают, что мне делать, если у меня нету какого-то там видео, каких-то фотоматериалов АКАУ, как я могу об этом рассказать. Во-первых, можно это обыграть, что вы только собираетесь в КАУ, и вы можете рассказать только о университете по своим знаниям и ощущениям о нем. И то есть как-то даже можно сделать это сильным фрагментом вашего видео. А можно зайти на Google Drive, в котором лежат определенные материалы, связанные с историей КАУ. Понятное дело, что они там заверстаны в ролики, понятное дело, что там есть текстовый материал, есть в виде PowerPoint материала, то есть фото. Но не все из этого вы можете использовать. Но если вам по задумке нужны какие-то видео, например, там КАУ со стороны, да, или же какой-то там фрагмент учебного процесса в университете, либо какие-то там моменты, связанные там со студенческой жизнью, вы можете написать на телеграм-канал ко мне, то есть в личку пишите, материал, ссылка на экране, то есть пишите мне, что мне нужен вот такой-то материал, я вам этот материал предоставляю. Еще раз напомню, что у вас еще есть возможность успеть и сделать исторические какие-то видео, даже то, что срок подходит, вы вполне можете сдать и позже, пусть там даже вы потеряете 1-2 балла на оперативности, но если вы это сделаете видео очень сильным, интересным и красивым, вы выиграете на остальных категориях. Дополнительные все вопросы, которые будут возникать, пишем в Telegram. Если вдруг туда не достучались, пишем в WhatsApp. Я всем рассылку делал со своего WhatsApp, вы все в принципе ее получали. Мой контакт у вас есть. Пишем, спрашиваем, делимся своими роликами. Если какие-то трудности возникают, об этом говорим, и мы вам с этими трудностями поможем. Всем удачи, всем успехов. Надеемся на то, что этот конкурс позволит вам получить замечательное образование от КАУ, причем бесплатно. Ну и не откладывайте на потом то, что можете сделать уже сегодня. Успехов!